Ассаламу алейкум. Камрады, приветствую вас на канале, на очередном выезде. Поле битое. Здесь мы когда-то ходили с нашим камрадом. Находили монетки серебряные. Решил я вернуться на то же место. Пройтись. И первая находка у меня здесь была. Правда, не серебром, а 5 сантимов 69-го, по-моему, года. Вот такие интересные. Думал, серебро, как обычно тут бывало. Ну, здесь где-то монет 12 или 15 серебром мы доставали. Вот на вот этом вот участке. Ну, сейчас будем смотреть еще. Может, что еще осталось. Раз это осталось. Но она маленькая такая. Глянем, может есть действительно. Если найду, покажу. А так остаемся. Еще хотел бы сказать пару хороших слов за один канал ютубовский. Наш молодой мастер на все руки. Делает разные изобретения. Не изобретения, но изделия, скажем, в Чечне. Вот. Специалист на все. Так что ночью еще и на тренажере езжать. Дугом yok еще, короче. Асет чохчу и лоришон YouTube канал. Мастер 95 алицын YouTube канал название. Ссылки лоришона. Аусырдық шесон видеошка. Шайн хум еш хазлаат на заказ я ешуна. Тик наши махбел хомахбел ючел эскант заводской чел ша диксая. О еш ячен доступный ушен любой на аусырдық шудах. Так что продолжаем, я чуть нашим рассказал про этот канал, про ютубовский. Кто желает, подпишется, посмотрит. Короче, специалист. Ну что, продолжаю я. Так, у меня снова сигнал и снова монетка. Опять-таки такая же, как и только что находил. 5 сантимов. Год. Да не могу я разобрать со своим зрением. Вот две монетки. Одинаковые. Это же надо. Продолжаем. Друзья, на глаз сколько здесь будет? Сантиметров 40. Нет, 45 может даже. Вот. По локоть рука заходит. И с этой ямки у меня что-то здесь выпало. Сейчас покажу. Наполеончик. Вот состояние. Видали, какое состояние монетки? Красота. Так, монета 1853 года. И главное, мы здесь ходили. Так, Гарет Атипро и Деус, по-моему, работал. Или Гарет у меня был тогда. Гарет 250, по-моему, был. Или нет. Еще, короче, здесь мы ходили, до нас еще один ходил. А вот на глубину он не увидел. А сейчас я поставил на 5-ю программу. Вот. И он засек эту монетку. Трудно засекал, правда, вот такой сигнал был без ВДИ. Ну, зная, что здесь что-то может быть, я начал копать. Уже
с первой лопатой появился сигнал на 92, по-моему, или 3. И оп, находка выпала. Наполеончик. В хорошем состоянии такой. Интересный. Так, что у меня здесь? Не фокусируется, что ли? Ну-ка. Ну-ка. Так, солнце светит, не могу определить, что у меня здесь. Короче, такие дела. Что, поехали? Ищем далее. Друзья, поменял я позиции. И вот тут у меня что-то беленькое. Здесь у нас были, как я уже говорил, находочки серебром. Вот. А это уже беленькое что-то. Может быть, шайба. Скорее всего. Может быть, шайба. А может быть, посмотрим здесь, что у нас тут. Не, это точно шайба. А я-то так обрадовался, думал, серебром монетка. А нет, это шайба. Ха-ха-ха. Вот такие кидняки. Думал, о, наконец-то. Ну, хотя сигнал был такой 40. Ну да, 40 это есть серебро. Вот такая шайба у меня выпала. Не серебряная. Поехали, ищем. Пришлось мне уходить с того места, где, как его, только что был, потому что охотники туда появились. Там ушел я, приехал на новое место. И здесь вот первая убитая монетка. Что-то там виднеется, но такое, что неважное. Продолжаем копать. Остаемся на канале. Выпала снова монета. Не знаю что. Малость подбитая, убитая, разбитая. Короче, все в ней есть. С того, что перечислил. Тереть не буду. Ставлю, пусть высохнет. Короче, вот такая монетка. Продолжаем. У нас тут тучи надвигаются. Сейчас дождь пойдет, видать. Окей. Продолжаем. Снова что-то есть. И снова мертвечина. Дохлая. А что-то тут вырисовывается вроде бы. А нет, убитая она. Показалось мне. Окей, продолжаем. Не будем тратить время. Рада, вот такой наперсточек. В очень хорошем состоянии. Целенький такой. Хороший, красивый. Вот так. Что-то у меня дождь пошел. Рвать когти надо. Думаю, на этом все. Скорее всего, наперсточек был последней находочкой. А то, что все было, я еще покажу в конце. Это маленький обзор сделаю всех находок. Вот. Если сейчас дождь будет, значит я ухожу. Окей. До следующего. Да, друзья, завершение видео своего хочу показать. Сделать как бы маленький обзор своих находок. Как я показывал, наперсточки я показывал, да. Шайбу показывал, никому не нужно. Взял я ее тоже. Вот Наполеончик. Монетка хорошая, такая четкая.
Состояние отличное. Я еще не чистил ее. Вот эта вот монетка, она убитая такая у меня попалась. Вообще беспонтовая. Вот это пломба от мешка. Физуль. Как бы для нитки, для швейного станка, как я уже несколько раз говорил. Короче, вот эти 5 сантимов, вся ерунда такая. Не ахти такие находки у меня были. Что меня самое порадовало, я не показывал, вот эту вот монетку. Эта монетка называется Марк Юлий Филипп. Вот. Состояние вы видите, какое интересное. Монетка такая. Такой у меня никогда не было. Вот. Такая она монеточка. Такая у меня единственная. Вот. Это Марк Юлий Филипп. И еще у него была такая кличка. Ну, называли его Филипп Араб. Потому что он был рожден сам в Сирии. В то время вот Римская империя, провинция Сирии, короче. И он был римским императором с 244 по 249 год. Вот. Вот такая у него история была. Филипп, он был убит вместе с своим сыном при битве в Вероне. Вот. 6 раз, по-моему, он избирался вот этим, как его, императором. Был императором 6 раз. Власть, трибуну получал тоже 6 раз. Вот. Чем он еще у нас отличился? Заключил мир с персами, с иранцами, видать. Вот такой был император. Когда в Болгарии, в то время, когда в Болгарии вспыхнуло восстание, появились императоры, узурпаторы там на Балканах, он отправил туда своего полководца Деция, не Децл, а Деция, вот, командующий данубийскими войсками. Ну, короче, этот командующий был до того известным, и солдаты, вот армия провозгласила его императором, короче. И вот, как мы знаем, обычно вот что делалось? Вот у кого была армия, власть, и солдаты провозглашали его императором, делали императором, а не так, как бы на выборах в Сенате такого не получалось никак в конце дела выбирать. Вот солдаты решали все вопросы. Вот такие дела были с этим Децием. Упала монетка, осторожно, она хрупкая, ломается. Вот. Это у нас что? Это для мушкета, короче, пули, по-моему. Здесь тоже какой-то остаток римской монеты. Убитый. Пуговка. Ну и все. Больше ничего интересного не было. Вот монета тоже убитая. Вот такие дела. Самая интересная находка. Ну, про цену, если узнать эту монету в таком вот состоянии, где-то от 70 до 100 евро она будет стоить, наверное. Ну, не меньше 50, это точно. Вот. Вот такие дела. Ну все, на этом я заканчиваю свое видео. И оставайтесь на канале моем. И также, кто там, чеченцам, кто в Чечне проживает, советую подписаться, посмотреть канал, который я сейчас ссылку под видео поставлю, Мастер 95. Так что всем удачи, до новых видео.